Хорошо. Как вы думаете, какой из регионов Российской Федерации может первым восстать, нанести удар, да, по Кремлю, если в России, непосредственно в Кремле, начнется хаос? Очень часто говорят о том, что Чечня — это темная лошадка, да, которая может себя еще проявить. Что думаете вы? К сожалению, в Российской Федерации, в сегодняшней Федерации, нет ни одного национального региона, который в состоянии, даже если допустить, что все, центр уже не работает, финансовая система рухнула, в состоянии объявить о своей независимости и идти по этому пути, кроме чеченцев. Не в обиду будет сказано нашим братьям, дагестанцам и ингушам, но они до последнего останутся с Российской Федерацией, и с их территории при их же участии будет прямая агрессия чеченского народа с момента, когда чеченский народ снова объявит о своем суверенитете. Небольшая историческая справка о том, кто на кого нападал. В августе 1999 года крупные вооруженные формирования чеченских боевиков под командованием Шамиля Басаева вторглись в Дагестан, перейдя границу из Чечни в Батлихский и Цумадинский районы. Большое количество жертв среди гражданского населения. В ночь с 21 на 22 июня 2004 года отряды чеченских боевиков под руководством Шамиля Басаева совершили масштабный, хорошо спланированный рейд на Ингушетию, десятки убитых полицейских и десятки убитых мирных ингушских жителей. Во время июньского нападения 2004 года российские войска, дислоцированные в соседней Чечне, Северной Осетии и на федеральных объектах в Ингушетии, практически не вмешались в бой, хотя атаки продолжались несколько часов. Федеральные силы не пришли на помощь ингушской полиции, которая сражалась в одиночку и понесла тяжелые потери. Итак, убитые ингушские гражданские и полицейские были убиты чеченами. Поэтому, да, красиво все звучит. Там, Единый Кавказ, Кавказ восстание, Дагестан, это все красивая картинка. Но если мы посмотрим современную историю 30-летней давности, мы видим, что когда у этих народностей была возможность присоединиться к нам и объявить о своем суверенитете, они, наоборот, продав нас, своих братьев, предав нас, они получали хорошие преференции со стороны Российской Федерации и в составе российской армии заходили к нам и убивали нас. Интервью «Радио Свобода» за 30 августа 2016 года Ярова Ингушефоба Руслана Хасбулатова. Осенью 1991 года была якобы издана Конституция Чеченской Республики, в которой уже не было Ингушетии. Ингуши остались без правительства, без органов власти, без всего. После чего Верховный Совет уже был вынужден поддержать изменения в Конституции России и признал необходимость создания Ингушской Республики. Мошенник Дудаев фактически выкинул ингушей из состава республики. Заключение. История имеет тенденцию повторяться. Любимец Путина генерал-лейтенант Деникин. Очерки русской смуты. Берлин, 1925 год. Подчинившаяся официально Ингушетия жила фактически почти вне связи с русской властью. Не проявляясь активно, не прекращалось в ней брожение, подогреваемое извне постоянными сношениями с так называемым горским правительством и укрытыми в аулах, после падения Владикавказа, коммунистами, комиссарами, среди которых называли и чрезвычайного комиссара Московского совнаркома Орджоникидзе. Формирование ингушских полков для добровольческой армии не подвигалось, а вместо этого шло тайное формирование местных отрядов. Ингушетия по-прежнему представляла из себя враждебный вооруженный стан, который считался с одним лишь аргументом — силой. Иначе обстояло дело в Чечне.